немножко более сложный, чем пойдет он на Эчмиадзин или нет. Да? Это вопрос технологий, от которого он отказывается. Я думаю, что здесь вопрос немножко о популизме и идет о том, что более твердо сделать победу своей партии, более твердой и манипулировать этим. Конфликт, развернутый против церкви, это не проявление безумия нынешней власти, а, по моему глубокому убеждению, это результат глубокого внешнего планирования, которое служит ширмой для властной повестки. То есть внутриполитическая и институциональная динамика последних 6 месяцев нападков на церковь показывает, что церковная кампания фактически стала одним из ключевых пунктов политической повестки Армении. Это очень глубокое понимание. Это вовсе не случайность, а итог продуманного сценария. На первый взгляд все преподносится как попытка утвердить светское государство или гегемонию светской государственности над церковью. Но в предвыборный период Пашиняну поручено самое опасное для него задание. Это очень опасно. То есть технически и идеологически разместить бывших 3 президентов, действующие оппозиционные партии и движения под одной крышей и перейти к наступлению на этот полюс вплоть до его уничтожения. То есть тут вопрос большой политики. Этой крышей крайне искусственно сделали именно армянскую апостольскую церковь. И глубинный анализ, в принципе, показывает, что этот конфликт служит механизмом самосохранения власти, инструментом отвлечения общественного мнения. То есть общественное мнение — это самое ключевое и значимое в этой всей полемике. В принципе, с точки зрения политологической точки зрения, это классическое проявление, на английском так говорят, agenda manipulation, да? То есть манипуляции в том числе, когда власть создает искусственную поляризацию, разделяя общество на новую прогрессивную власть и, так скажем, старую и реакционную церковь. Это такая поляризация очень опасна для государства, согласно теории политической коммуникации, и уменьшает внимание общества к процессам, способным иметь серьезнейшие последствия для суверенитета, в том числе и экономической безопасности и институциональной устойчивости государства. Пойдет он с новыми нападками на церковь или не пойдет, это очень глубоко зависит от тех процессов и внешних процессов, от которых Пашинян собирается увести мнение народа и сделать так, чтобы церковь стала эпицентром тех событий, от которых он хочет избавиться. В этот период приоритет был отдан противостоянию с церковью, тогда как на периферию были вытеснены вопросы жизненно важные для Армении. Например, содержание этого мирного договора и риски территориальных уступок, реальные ли переговоры вообще по коридору, усиливать внешние зависимости и ухудшение качества управления экономикой, в частности. В таком контексте атака на церковь выступает технологией отвлечения внимания, призванной вывести из общественного обсуждения то, что политические теоретики, как многие, говорят о том, что деградация государственного суверенитета — это ради удобства власти. Это очень важно. Это привело к разрушению институционального баланса ради самоукрепления власти. Это очень важно внести. В принципе, политическая система Армении, согласно Конституции, основана на принципе разделения властей. Однако, когда исполнительная власть объявляет войну на политической партии и Национальному институту церкви, она фактически разрушает систему институционального противовеса. Это очень важно. Для этого максимально раскручивается политическая поляризация, разрушается вся система традиционных и национальных институтов. Фактически этим он и занимается сейчас. Политологически это, точки зрения, это указывает на трансформацию понимания государственного суверенитета. То есть государственный интерес больше не рассматривается как общее благо или историческая целостность, а становится инструментом выживания власти.
В принципе, я думаю, что этот баттл, это противостояние армянская власть уже упустила, да. Она проиграла вот этот баттл. И сейчас мы просто так видим, что на уровне обещаний или на уровне каких-то технологий она все многие голословно говорит об атаке на церковь. В частности, вот те выборы, которые прошли в Жаварашапате, они как-то дали маленький толчок, но я думаю, что это опять пропаганда, опять манипуляции, потому что итоги варашапатских выборов не говорят о том, что нападки на армянскую апостольскую церковь имеют хотя бы какую-то легитимность или поддержку. Он более хочет сказать и сделать видимость этой легитимности. Но на земле этой легитимности, по моему мнению, просто нету.